Друзья, следующий наш гость с детства был склонен к домашним делам. В 6 лет уже умел жарить картошку. И сейчас на завтрак готовит семье вкуснейший омлет. Любит ухаживать за комнатными растениями. Особенно тщательно за цветком, который называется «женское счастье». После школы поступил в 2 вуза – медицинский и нефтяной. С дипломом инженера пошел служить в элитные воздушно-десантные войска. Сильные люди доказали миру, что возможно даже то, что считается невозможным, говорит Рустам Набиев. Рустам Ильгизович Набиев. Родился в селе Чекмагуш Республики Башкортостан. Окончил Уфимский государственный технический университет. В 2015 году с дипломом инженера пошел служить в войска ВДВ. В 2017 году в составе следж-хоккейного клуба «Феникс» занял первое место на международном турнире. В 2018 году выиграл золото на европейских параспортивных играх. В 2020 году покорил Эльбрус. Планирует участвовать в Паралимпийских играх 2022 года и покорить еще одну вершину в Гималаях. Молодая семья Набиевых воспитывает 2 детей. Спасибо большое. Всем здравствуйте. Прям немножко заволновался, аж коленки задрожали. Вот, я очень рад здесь находиться сегодня с вами. Я первый раз участвую в этом форуме. Для меня это большая честь. Вот. Ну, многие, наверное, знают меня как известного блогера в Инстаграме, вот, как успешного человека. Но, возможно, мало кто знает, что за этой успешностью у меня был очень тяжелый такой путь, который мне пришлось пережить. В 2015 году во время военной службы я служил в 242-м учетном центре ВДВ. И когда мы спали, 12 июля, обрушилась казарма. Вот. Это была очень такая ужасная трагедия. Я, конечно, не хочу на этом останавливаться, но просто хочу сказать, что в тот день я потерял 24 своих товарища, которые погибли, которые не выжили в этой трагедии. Но жизнь дала мне Бог дал мне второй шанс на эту жизнь, который я не имел просто так вот не использовать. Вот. И после трагедии я 11 месяцев пролежал в госпитале. Как маленький ребенок учился заново познавать этот мир, учился всему: сидеть, кушать, держать ложку, ходить. Вот. Все учил заново. Вот. Ну, желание жить во мне было очень такое большое, бешеное желание, потому что я знаю, каково это терять эту жизнь, потому что под завалом я тогда умирал. Вот. Я прощался с этой жизнью, прощался со своими родными, близкими, и я думал, что их никогда больше не увижу. И потом, после трагедии, через 7 дней, когда я вышел из комы, я увидел своих близких, свою любимую девушку на тот момент. И был просто счастлив, потому что остался жив. Вот. Ну, не потерял себя, полюбил эту жизнь заново, научился жить заново. После госпиталя сделал своей любимой девушке предложение, с ней мы создали семью. Как вы уже видели, у нас 2 прекрасные дочки. Вот когда меня спрашивают: Рустам, а какое у тебя самое большое достижение в этой жизни? Я сразу же отвечаю, что это моя семья, потому что все достижения, которые есть помимо моей семьи, они просто меркнут. Вот, потому что семья — это то, что это то, что я всегда мечтал, потому что своей полноценной семьи у меня не было. Вот, мы росли в чужой семье, и поэтому к своей семье я очень отношусь трепетно. Вот, я спортсмен, успешный блогер с миллионной аудиторией, счастливый человек, который любит себя. Вот. На самом деле, полюбить себя — это было самое сложное в моем положении, но я это смог. Вот. И полюбив себя, меня полюбили другие. Вот. Это очень важно.
Вот как сказали уже, 12 сентября 2020 году я впервые в истории стал человеком, который зашел на самую высокую точку нашей страны Европы, гору Эльбрус, на руках. Вот. Это было безумное падение. Спасибо большое. Вот. Ну, как говорят же, аппетит приходит во время еды, и когда я поднимался на Эльбрус, я себе говорил, что больше никогда такого делать не буду, потому что это было дико тяжело, вот, очень сложно, я много плакал, не понимал, что я здесь вообще делаю, но когда я взошел на вершину, я понял, я увидел вот эту красоту, которая открылась передо мной, и захотел еще раз это повторить, но уже в другом месте и зайти на другую гору. Вот, это Гималаи, гора Чойю, высота которой 8201 метр, это 6-я по величине гора, 8000-ник на нашей планете, и на которую я планирую зайти в сентябре этого года. Уверен, я это сделаю, потому что верю в себя, верю в свои возможности, в свои безграничные возможности, и стану первым человеком в истории, который зашел на такую высоту на одних руках. Вот, спасибо. На самом деле, не подумайте, что я здесь хвастаюсь своими достижениями. Я просто хочу сказать, что в этой жизни все возможно, что все зависит от нас самих. И кто бы что бы ни говорил, просто нужно идти до конца, потому что самая главная вера, она должна быть верой в себя, внутри вас. Люди будут отговаривать вас. Мне тоже отговаривали не идти на эту гору, но я знал, что я взойду на нее, знал, что это моя высота, поэтому я сделал то, что должен был сделать для самого себя в первую очередь. И я очень надеюсь, что моя история жизни вас вдохновит на многие свершения, достижения целей, потому что в этом мире нет ничего невозможного. Я просто вот это стараюсь всем доказывать, что и даже инвалидность это не приговор, это просто новая жизнь, новые возможности. И я вот сам себе говорю, что Рустам, счастье не в том, что есть ноги или их нет. Счастье в том, что я просто живу и вижу этот мир. И я вас тоже призываю любить эту жизнь, потому что никто не знает, что будет завтра с нами. И также призываю вас быть сильными, что бы ни случилось, не терять надежды и оставаться верным самому себе, вот, своей силой воли. Вот. Будьте счастливы, спасибо большое. Благодарим вас, Рустам, за очень искренние и действительно вдохновляющие слова. Это невероятная воля к жизни и к победе, Рустам, спасибо, это правда впечатляет. Следующий вопрос Рустаму Набиеву. Уважаемый Рустам, что побуждает вас принимать участие в экстремальных мероприятиях? Какая самая главная ваша победа? Вопрос задает Рахматуллин Рашид Равилович. Что вынуждает меня делать такие безумные поступки? Наверное, это все равно, как объяснить, победа над самим собой, то есть это же все равно это новое испытание, и мне интересно, пройду я его или нет. Это, знаете, как игра вот, с самим собой. Но преодолевая такие трудности, я обретаю новые силы. То есть вроде бы я отдаю, но взамен я получаю намного больше от этого. Это же круто, когда ты идешь вперед, когда трудности тебя не останавливают, это мотивирует идти дальше. То есть преодолевая трудности, я иду вперед. Второй вопрос, какой там был? Ради чего делаю, да? Сейчас мы сами пытаемся. Какое самое большое достижение? Да, я вспомнил. Я уже говорил, самое большое достижение в моей жизни – это моя семья. То есть рядом с ними ничего не могу сопоставить. То есть семья – самое главное.